Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Что делает человека управленцем? Образование, опыт, характер, способность принимать решения в сложных условиях? Сегодня этот вопрос особенно важен для регионов, которым нужны люди, готовые работать на долгосрочное развитие территорий и брать ответственность за реальные изменения. В нашей республике такой кадровой площадкой стала программа «Якутия. Земля героев». Ее участники проходят обучение, работают с наставниками, защищают собственные проекты и уже сегодня начинают профессиональный путь в новой для себя сфере. Можно ли научиться управлению после испытаний, которое полностью меняет человека? И что сегодня важнее для современного лидера – жесткость, дисциплина или способность слышать людей? Сегодня об этом в деталях поговорим с выпускниками, с первыми выпускниками кадровой программы Гаврилом Наумовым и Иннокентием Колодезниковым. Добрый вечер. Здравствуйте. Но до участия в программе у каждого из вас был непростой жизненный путь. Понятно, что на эту программу поступают участники специальной военной операции, ветераны. В какой момент вы, каждый из вас, поняли, что готовы перейти от личного опыта и службы уже к управленческой деятельности, к ответственности, к работе на развитие республики? Значит, давайте с вас начнем, Иннокентий. Будучи специалистом жилищно-коммунального хозяйства, в свое время, 5 лет, я возглавлял производственный филиал Северного района, это Аллаиховский филиал ГУБ-ЖКХ. И вот уже находясь там, уже в таких условиях, да, стесненных, да, и уже для себя принял. Я в будущем уже как-то себя назначу в работе именно в развитии региона. Ага. А вы, Гаврил Николаевич? Я как бы тоже являюсь управленцем, да, уже много лет, в принципе. И, соответственно, сам отбор, да, именно проводился среди управленцев. Скажем так, то есть наличие опыта управления, да, было обязательно. Поэтому, конечно, это решение было принято очень давно. Поэтому, как бы, я не могу сказать, когда конкретно было принято такое решение, чтобы стать управленцем. Ага. Вот если я не ошибаюсь, вы ведь оба добровольно пошли на специальную военную операцию, да? А что сидит человек в северном районе, командует ЖКХ, как бы это же наверняка квота, льгота. Я так понимаю, что на севере, тем более в ЖКХ, там же спокойно работать. Почему решили пойти? На самом деле, после производственного филиала я работал в структурном подразделении окружной администрации города Якутска. Был главным инженером службы эксплуатации городского хозяйства и заместителем начальника департамента ЖКХ и энергетики. И в 2022 году, для меня как бы участие в специальной военной операции, именно личный мотив. В 2022 году, к сожалению, у меня там погибает мой родной брат. И после, там прождали определенное время, похоронили. И уже осенью 2022 года я уже начал себя готовить. Я уже для себя принял решение. Родных в известность не поставил, конечно. Потому что они были бы против, да, наверное? Да, они были против. И в начале 2023 года уже практически всех поставил перед фактом, что я решил пойти таким путем. И во-вторых, это все равно воспитание, патриотическое воспитание. Мы дети 80-х, 90-х, это очень отлично и очень хорошо мы понимаем. Да? Сейчас по этой части ведется работа, но момент был упущен. Но наше поколение в стороне в любом случае не остается. Поэтому акцентирую на воспитании. И как человек патриотического восприятия, да, и любящий свою родину, как должен остаться в стороне,
когда там творится такое. Мгм, понятно. А у вас тоже личные причины были? Нет, как бы у меня больших личных причин не было. Я вот спокойно работал, тем более у меня была бронь, да, вот именно, ну, как бы, как специалист жилищно-коммунального хозяйства, как бы, да, вот нам всем она как полагалась в то время. Мгм. Но, соответственно, мне вот подумалось, да, вот, ну, скорее всего, тоже, вот, как Иннокентий говорит, повлияло то, что нас воспитывали именно в патриотическом духе, да. Это мы как бы были последними пионерами, последними комсомольцами, наше поколение, да. Соответственно, мы выросли на этом. Я прям песню Ну, группы 103 вспомнила, да, «Битых ну и, пионер». соответственно, да, нас воспитывали не оставаться в стороне. Да, вот. И мне подумалось так, что вот в глубокой старости, сидя, как бы, ну, осмысливая свою жизнь, мне будет, наверное, скорее всего, стыдно для того, что я не принял участие, да, вот со своей стороны и как бы не пошел на защиту своей родины. Поэтому как бы я осознанно выбрал, конечно, никому ничего не сказал, Тоже, да? тоже, да. Ну и, соответственно, пошел добровольцем на фронт. Мгм. Ну вот я так понимаю, да, это же такое уже зрелое Да, решение, взвешенное, взвешенное зрелое, взрослого решение. человека Да. Да. на самом деле. То есть это не тут не о юношеской романтике какой-то речь, а Да. Тем более, как бы, таких больших причин, чтобы, ну, как-то это самое, да, вот уйти от проблем там и так далее, то ли проблем с законом там и так далее, у меня никаких нет и не было. Мгм. Хорошо, давайте тогда вот к программе, да. Год назад она началась, год вы учились. Вот когда вы подавались, что было главным мотивом подать вот именно на эту программу, на участие? Но, скорее всего, желание что-то изменить в этой жизни, во-первых, да, вот, не только в своей, да, вот, а именно в жизни своей республики, да, вот мы являемся все патриотами нашей республики, да, вот, мы хотим, чтобы наши жители жили лучше, да, вот, как бы и комфортнее, да, вот, чем, как говорится, вчера, да, скажем так. Мы хотим сделать будущее лучше. Я вот выражаю, наверное, мысль всех наших курсантов, которые мы вместе обучались, да, на всех наших братьев, наших сестер, скажем так. Вы называете это прям курсанты, как в военном училище. Да. Не сокурсники, там, не ученики, не студенты, а курсанты. Все-таки по-военному, да? Да. А вот вы сказали братья, то есть у вас вот внутри программы, да, какие отношения там? Конкуренция там, или вот все-таки действительно братство? Как таковой конкуренции у нас не было. Да? Я вот как сам чувствовал, что вот, с прошлого года, вот, в течение года все вместе, да, вот у нас сложилось, с первых дней было братство. И вот мы, 25 человек, которые пришли, отобрались, и вот с одной целью, да, вот, послужить своей родине. И вот уже с конкретными задачами отобрались, поэтому как бы как такой конкуренции не было. Мгм. Конкуренция была на этапе входа, да, потому что было Да, очень много да. заявок. Ну, скорее всего, так, да, потому что у нас сложились такие отношения, да, вот именно вот, те, кто были, да, вот на войне, да, скажем так, они все поймут, да, потому что все мы являемся братьями и сестрами, да, как бы все это вместе пережившими, там, видевшими, что это такое. Ну и, соответственно, конечно, конкуренция была очень большая, да, я имею в виду в плане того, чтобы... Отбора. Да? Первоначальный А отбор когда на все уже поступление. прошли, как бы мы собрались как в кучу, да, вот, ну и, соответственно, как бы начали грызть гранит науки, скажем так, да, все вместе. Не так, как порознь, да, а как единое целое. Мгм. Программа «Якутия. Земля героев» часто называют не просто образовательной или кадровой, а мировоззренческой. Вот вы с этим согласны, чувствуете это? Сам формат обучения был такой, вот, не обычный,
стандартный, да, вот вы правильно подметили, что вот мы курсанты, а не ученики, там, да, вот, не студенты, не слушатели, а курсанты. Вот, уникальный формат, поэтому это не зубрежка, так скажем, да, вот по учебнику, а уже там, ну, более расширенный. Поэтому вот, вы правильно подметили, что это мировоззренческое обучение. И хочется отметить, что нас обучали конкретно вот практике, да, вот. То есть теории было очень мало, сжато, да, вот, именно, ну, скажем так, без воды. Да, вот, нас конкретно обучали случаями из практики, именно соль, которая осталась, да, вот, без всяких разных этих примесей, скажем так, да, из предметов, да, вот обучали самому важному, да, вот, конкретно вот по предметам, если взять, это были ускоренные, очень сжатые, да, вот курсы. Объемные. И постарались так это все сжать, весь объем знаний, который там есть, да, вот, ну, скорее всего, можно сравнить это вот жесткий диск и флешку. Из этого большого жесткого диска сжали все в флешку, и все это дело, скажем так, нас обучили. И это ведь все еще без отрыва от работы происходило, правильно я Нет, с понимаю? отрывом. С отрывом? С отрывом от работы. Ну, то есть не на весь год же. Вот у нас было... У вас вот модули очные, когда там сессии, там учебные отпуска. Это Да, понятно, это как, ну, как положено. Да. Но не так же, что вы весь год После только очного учились. обучения, вот после 2 недель, уже без отрыва от производства. Мы параллельно находились на своих рабочих местах, параллельно вот, проходили и дистанционный формат обучения, плюс еще прорабатывали свои проектные работы. Было, ну, вот, в таком жестком таком формате все это проходило. Ну, вы недавно получили дипломы из рук главы республики, поскольку и дипломы, видимо, все-таки Высшей школы инновационного менеджмента, да, при главе республики. Вот это все-таки стратегическое мышление, государственное управление. Вот что, ну, было ли сложно на такой формат перейти? И что было сложно или не было трудностей вообще? Ну, как бы сложно было перестроиться, да, потому что у нас обучение шло с 9 утра до 8 вечера. Да, ну, как бы, конечно, поначалу очень уставали, там, это и как бы сам режим дня меняется, да, вот, ну, и, соответственно, столько, ну, объемов информации очень много дается, да, вот. Ну, и даже, как бы, переосмыслить, как бы, это все, как бы, времени не было, да, скажем так. Я вот лично домой приходил, ну, и, соответственно, ну, за чашкой чая, да, вечером спокойно там перебирал свои конспекты и смотрел, что же они там нам понадавали, потому что очень много вот именно лекций было, да, вот, им очень много практики было, то есть это и командообразующие практики были, да, вот, ну и, соответственно, ну, лекции такие очень объемные были, и еще раз повторюсь, скажу, что это все было из практики. Соответственно, это было максимально упрощенно передано, да, вот, потому что, ну, можно было очень, да, вот, легко и доступно понять. То есть и лекторы сами были как бы действующие заместители председателя правительства, министры там были, да, вот, и, соответственно, они постарались, да, вот именно дать нам то, что они сами прошли. Ну и, соответственно, на любой вопрос, который нас интересовал, да, они там сразу же давали достаточно объемный, да, вот конкретный ответ. А какие дисциплины или модули стали самыми сложными или переломными вот для вас лично? Ну, таких переломных, таких... Ну или сложными, или неожиданными? Нет, таких больших сложностей я не почувствовал, да, вот, как бы, потому что, еще раз повторюсь, это было максимально просто, да, то есть
можно сказать так, что любые вопросы, да, вот какими образом, да, можно решить, да, вот какие, например, вот, ну, разбирали там законы, да, всякие, да, вот распоряжения правительства там и так далее. Для чего это сделано? Почему? И, ну, с юридической точки зрения, со стороны практики смотрели, да, вот. То есть было очень интересно на самом деле. И То есть время вам тоже пролетало просто вот. было? Ну, Всё. в первых порах, да, вот немножко сложности были, потому что вот, как говорит, да, и как вот мы изначально вот обозначили, мы думали, ну, мы пришли такие вот, сели за парты, там выходит лектор и там начнет, да, вот типа там по указке, ну вот указка там показывает, да, вот тема сегодняшней лекции такая-то, да, вот на следующей неделе вы типа принесете конспекты, да, или рефераты курсовые, тут формат, бац, да, вот уже оказывается совсем другой, и вот приспособиться вот в первых порах было немножко сложновато. Ну, вот это первые дни. Потом человек все равно же вот, в любой ситуации приспосабливается. И вот по каждому модулю вот, у нас как-то вот само собой вот плавно все это вот перетекало в такое уже обыденное такое. Ну вот мы уже привыкли вот к такому формату, вот, и для нас вот плавно уже перетекало вот такое стандартное обучение. Ну, и хотелось бы добавить, да, вот сама программа так разработана, да, чтобы слушатели не почувствовали вот этого перехода, да, чтобы не возникало сложностей. Да, вот она до такой степени продуманная вот, и такая объемная, да, вот, то, что, ну, видно, что немало труда в нее было вложено. Да, вот, потому что разработать такую программу, хотелось бы сказать, что она уникальна. Да, вот такой объем за такое короткое время человеку, как бы, да, вот несведущему, да, специалисту вот это все обучить, да, всему этому, да, за такой момент практически невозможно. Но наши преподаватели, вот именно разработав такие программы, да, вот, соответственно, сделали нас как бы уровнем выше, да, скажем так. Хорошо, вы вот говорили не раз, что там все ориентировано на практику, и действительно программа эта ориентирована на реальные проекты для Якутии, да? Я хочу вот подробнее про ваши проекты, какую проблему вы хотите решить, почему она для вас принципиальна. Давайте с вас начнем, Анакин. Ну, тема моего проекта это интеграция ветеранов специальной военной операции в беспилотную авиационную систему республики на примере пилотного проекта казенного предприятия «Дороги Арктики». Эта тема была выбрана не случайно, так как вот, начиная с верховного главнокомандующего, да, вот надо развивать беспилотную авиацию и вообще беспилотие не только в регионе, но и вот по стране. всей России, да, вот по всей стране. И как раз вот мы с наставником и ответственным куратором вот, от Министерства транспорта сидели и вот, обдумав все, вот, взвесив все за и против, пришли к такому, что необходимо внедрить беспилотную авиацию в дорожную отрасль региона. И пилотная площадка – это наш север, где там условия крайне такие вот, так скажем, агрессивная среда, да, 1000 километров по безлюдной местности, да, вот по бездорожью, тундре, да, вот, по горам. Все это эксплуатировать очень сложно. И это как бы беспилотная авиация – это в помощь как бы и упрощении всей системы, так скажем, вот, по эксплуатации. Ну, то есть конкретно что там будет делать беспилотная авиация? Подвозить какие-то материалы или что делать? Или вместо транспорта использовать ее? Это глаза и уши, так скажем, дорожников, да. Уже вот в десятках, сотнях километров человек сидит и как бы вот уже вот мониторит
автозимники, не выезжая туда на местность. Все ли в порядке? Да, все ли в порядке, там, есть ли трещины, там, да, вообще. Мгм. Нужно ли отправлять там вышло ли ремонтные? налить, да. И второй фактор использования беспилотия – это мошеннические работы. Уже человек вот на карьерах не будет ходить там, да, вот со специальным оборудованием там замерять объемы. Это будет уже оборудование будет уже считать. Человек там сидит где-то в стороне, запускает беспилотник, облетает вот по карьеру, и все, уже там программа сама высчитает, какой объем инертных материалов там уже есть. То есть маршрейдеру не нужно ногами там лезть в Да, да, совершенно верно. Это получается, упрощение сложное это деятельности. место. Да. Это и упрощение, и удешевление. Удешевление, это, да, предприятие почувствует это все равно в конце. Вот, для отправки вот бригады, да, дорожной бригады, вот, допустим, какое-то дорожное происшествие, там, да, вот, или наледь вышла, да, или там где-то что-то случилось, бригаду отправляют, там спецтехника нужна, сопровождение, и как минимум там 3-4 человека, там ГСМ. И плюс это безопасность людей. Там вот, в глухой тундре, да, вот, или где-то в горах, вот, в сотнях километрах от населенного пункта, это как бы, а тут человек, оператор БПЛА, уже специально обученный, имеющий опыт пилотирования, прошедший всю эту боевых критических ситуациях уже, да, вот, он более уже активный, стрессоустойчивый, там может отремонтировать этот аппарат в полевых условиях, потому что есть такие операторы, которые, вот ребята там находясь, да, из подручных средств что-то там делают и пускают. И вот использование уникального человеческого и боевого опыта оператора БПЛА уже в гражданских целях, в дорожной отрасли. Пилотный проект уже успешно реализовывается. Дороги Арктики уже первый беспилотный аппарат уже получили. Уже где-то с конца июня, с начала июля вот этого года, с лета, в общем, да, вот, уже начнут использовать в своей деятельности. То есть тут получается и использование беспилотников самих, да, и социализация ветеранов, которым мирная предлагается мирная профессия с учетом их опыта. Да, для этой цели уже на сегодня трудоустроены 2 ветерана именно вот под беспилотие. Интересно. А ваш проект? Ну, у меня проект касаемо энергетики, да, вот проект у меня называется, да, вот совершенствование сети электроснабжения путем внедрения локальных источников электроэнергии на примере Вилюйского района. В Вилюйском районе, да, вот и существует дефицит напряжения. Да, Вы сами оттуда, да? Да, я сам оттуда родом, поэтому как бы очень Заинтересован в развитии родного заинтересован, района. конечно, да. Вот. Ну и, соответственно, сам Вилюйский район находится в 600 километрах от Вилюйского водохранилища, да, где находится каскад Вилюйский ГЭС, откуда идет электроснабжение всего Вилюйского куста, да. Ну и, соответственно, 600 километров, как проходя, да, вот именно напряжение очень сильно падает. Да, вот, то есть электроснабжение вот низкого качества получается. Это особенно заметно в пиковые нагрузки, когда очень холодно. Да, вот. Это из-за расстояния или погода из-за влияет, расстояния, или износ да, сетей? Да, да. Ну и, соответственно, конечно, имеет место быть и износ сетей, да. Вот, Но в основном расстояние, да, да? аварийные ситуации, там, образование кружаков там, и так далее. Вот. Ну и для решения этих задач мы рассматривали 4 как бы, источника, да, локальных. Мы рассматривали и ветровую, и солнечную энергию, да, дизельную, да, вот, простую станцию поставить, да, вот, ну и остановились
на том, что это будет газопоршневая. Потому что, как вы знаете, у нас в Вилюйском районе идет добыча газа, Кызылсыры, да? Ну и, соответственно, сам источник рядом. Вот этот вот проект, да, вот, ну, где-то он по стоимости где-то 3,5 миллиарда рублей выходит. Да? Ого. И где деньги, Зин? Да, ну и при всем при этом у нее окупаемость, мы посчитали, это около 12 лет только всего лишь. Ага. Вот. Ну и взамен мы получаем именно стабильное электроснабжение, да, вот, без падения напряжения везде. То есть даже если там какие-то нештатные ситуации, да, вот и ремонт там, и так далее, все, что происходит, эта станция может уже сама обособленно как бы локальная работа. Но на первоначальном этапе все равно нужны инвестиции. Да, Ну, как везде как бы вообще. этот вопрос сейчас уже решенный, да, вот этим вопросом у нас акционерная компания Алроса занимается уже, да, вот, и уже она приступила уже к ее внедрению. Мало того, ну, более того скажу, что оно было уже включено в СИПР. Это схема и перспективы развития Российской Федерации энергетики. Поэтому это уже как бы утвержденный, да, проект. Я вот хотел показать, что именно, да, вот таким вот способом, да, можно решить проблему падения напряжения не только вот именно Вилюйского куста, да, но и в центральных районах нашей республики. В центральных районах, да, вот в западных, ну, в западных, я уже сказал, как бы Алдан, там, Ерингри, там, и так далее. Можно решить таким вопросом, ну, способом, имеется в виду. То есть можно рассмотреть другие альтернативные решения. То есть это может быть и на угле, да, вот, соответственно, я имею в виду Тампонский район. Да, там тоже есть такая вот, ну, в связи с, ну, очень протяженные сети, поэтому у них тоже испытывают дефицит напряжения. Ну, смотрите, вот опыт в управлении – это было условием поступления на программу, то есть, ну, какой-то минимальный опыт иметь. А что вы приобрели, какие навыки во время обучения? Или усовершенствовали, или приобрели? Ну, как бы я бы сказал, что я совершенствовал, да. Вот как бы, ну, как я и говорил, то, что на уровень выше, как бы, да, вот уже образование, да, вот стал. Мои знания увеличились в разы, можно сказать, да, вот именно Вот в плане того, видение что... поменялось? Да, видение, да, поменялось. Как бы стал мыслить более масштабно, да, вот скажем так. Обращать внимание вот на те, как скажем, на те или иные ситуации, да, вот можно взглянуть, да, вот с другой стороны, можно взглянуть с юридической стороны, да, можно взглянуть со стороны бюджета, да, вот, например. То есть очень, если один вопрос можно решить таким образом, да, который мы как бы привыкли решить, да, соответственно, этот вопрос можно решить с другой стороны уже с 4 сторон. То есть более объемная картина уже появляется, да? Да, потому что, видите, как, если, допустим, да, даже если обыденную ситуацию взять, да, вот какую-нибудь, да, можно посмотреть со стороны закона, можно посмотреть со стороны обывателя, можно посмотреть со стороны соседа или со стороны правоохранительных органов. Вот. Поэтому все это одновременно, если рассмотреть, то и выходят как бы способы решения проблем. Иннокентий, есть что добавить? Ну, я скажу в 2 словах. Я усовершенствовал свои навыки, да, и, конечно же, вообще видение всего, стратегическое восприятие, да, улучшилось. Но, тем не менее, вот до участия вот в кадровой программе как бы принимал участие в
проектных офисах, да, вот проектирование, вот То есть знакомы да, с проектным управлением. да, стратегическое мышление кое-как, ну, вот как-никак чуть-чуть Присутствовало? присутствовало, было. И вот я усовершенствовал вот эти навыки. Уже и восприятие всего, и вот как вообще подойти той или иной проблеме. И потом как уже что должно выйти. Мгм. А личная картина будущего ваша поменялась как-то? Вот? Ну, для меня особо не поменялось, но я уже как-то более, ну, вот, как сказал, да, вот, улучшил свое стратегическое мышление, да, вот, уже более как бы широко смотрю. Шире и дальше, да? Да, совершенно верно. Ага. Вы вот упомянули наставников, а кто были у вас наставники? У меня наставник министр транспорта и дорожного хозяйства республики Сивцев Владимир Михайлович. Мгм. А у вас? У меня генеральный директор ПАО «Якутэнерго» Алексеев Гавриил Николаевич. Мгм. Но у меня тут были ваши сокурсники, курсанты, да, до этого, Владимир Жексембаев, например. Вот отмечали то, что вот связь с наставниками, она прямо такая постоянная, прямо вот очень плотная, непрерывная, прям вовлечены наставники в то, чем занимается курсант. У вас вот так же было? Да, так и есть. Да, так и было. Ну и сейчас вот вы уже выпускники, вы получили дипломы, а дальше связь будет поддерживаться? Ну, сейчас как такового нет, да, вот мы получили вот желанные дипломы, да. Эй, давай, короче, до свидания, да, вот как такового нет. И со стороны вот наставника, ну, это я вот про своего наставника говорю, да, как такового тоже нет отношения. Мы до сих пор общаемся. Да, плюс у меня еще был ответственный куратор, да, вот, в самом начале разговора вот, говорил, это заместитель министра транспорта тоже, Ольга Николаевна Рафаилова. Мы с ней постоянно тоже на связи, так же, как вот с наставником. Обсуждаем вот, реализацию проекта. Да. Сейчас вот, мы уже на реализации второго этапа вот этого пилотного проекта. Поэтому мы с ними все равно на связи находимся. Ну, я в свою очередь тоже скажу, что с наставником как бы очень плотные отношения у нас были. Но, к сожалению, мой наставник не присутствовал при моей защите, да, так как он улетел в отпуск. Ну и сейчас пока, ну, как бы сейчас пока еще не возобновляли как бы отношения, но также у нас был куратор, да, вот именно ПАО «Якутэнерго», это Андреевский Вадим Васильевич, директор Якутской ТЭЦ, с которым мы тоже очень плотно общаемся, ну и как бы любые вопросы там и так далее, да, вот решаем с ним вместе. А у программы такое сильное название, громкое «Якутия, земля героев». Как вы понимаете слово «герой» вот в мирной гражданской жизни? Ну, это, скорее всего, человек, которому не все равно, да? Это человек активной жизненной позиции, да? Который именно болеет, ратует за будущее и за настоящее своей Родины. То есть это патриот, скажем так. Спасибо. Ну и все мы герои, да, вот каждый на своем месте. Так как мы работаем для людей, да, вот именно для того, чтобы им жилось как-то легче, да, вот, Лучше. комфортнее, лучше. Иннокентий? Ну, герой, вот соглашусь с Гаврилом с его вот, последним высказыванием. Герой – это каждый из нас, который действительно болеет за свою родину, за свою республику, за своих близких, родных. Все же это делается не просто так. Спасибо вам большое за интересную беседу. Не сомневаюсь, что вы настоящие герои.
На этом наша программа подходит к концу. Ну что ж, любая кадровая программа оценивается не красивыми словами, а тем, какие люди из нее выходят дальше, какие решения принимают, какие проекты реализуют и какую ответственность готовы нести. Сегодня познакомились с теми, кто уже делает первые шаги в этом направлении, и, возможно, именно им предстоит в будущем принимать решения, важные для всей Якутии. Ну и наша программа подошла к концу. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите программу «Якутия в деталях» по будням в 19:15. Расскажем обо всем, во всех деталях.